Кыргызской Республики, народному артисту Кыргызской Республики, кавалеру ордена Манас, лауреату Государственной премии имени Токтагула, Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества», премии Тюрксой Түрк-Дүйнө элдеринин санатчысы, ректору Кыргызской национальной консерватории, профессору Муратбеку Акимовичу Бегалиеву. Сегодняшний музыкальный вечер открыли праздничной увертюрой Муратбека Акимовича, которую исполнил Большой симфонический оркестр мэрии города Бишкек, дирижер, народный артист Кыргызской Республики Бакыт Телегенов. Уважаемый Муратбек Акимович Бегалиев, от имени министра культуры Французской Республики имею честь вручить вам знак отличия кавалера Ордена искусств и литературы. Музыка создала бы ее. Et cette musique que vous aimez tant, vous avez consacré toute votre vie, cher Muratbek. И этой музыке, которую вы так любите, вы посвятили всю свою жизнь, уважаемый Муратбек. Né en 1955 dans un village des monts Tian Shan, dans l'oblast de Nakhine, vous avez de 1969 à 1976 appris le solfège, la composition, ainsi qu'à jouer du basson et de la clarinette à l'école musicale républicaine Mukash Abdraev dans une Bishkek qui s'appelait alors Frunze. Вы родились в 1955 году в горном Тяньшанском селе Нарынской области. С 1969 по 1976 год обучались сольфеджио, композиции, а также игре на фаготе и кларнете в Республиканской музыкальной школе имени Мукаша Абдраева в Бишкеке, который тогда именовался Фрунзе. Après une année d'études au sein de la faculté de théorie de piano de l'Institut kirghize des arts Bouboussara Beykhenaleva, vous êtes parti vous perfectionner de 1977 à 1982 au Conservatoire d'État de Moscou nommé après Piotr Ilyich Tchaïkovski. Vous y avez du reste trouvé la femme de votre vie, Zenona, violoncelliste, avec qui vous avez offert au monde musical une mélomane de plus, votre fille Bariana, elle-même pianiste. После года обучения на факультете теории фортепиано Кыргызского института искусств имени Бибисары Бишидалиевой вы отправились повышать квалификацию с 1977 по 1982 год в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Вы встретили там женщину своей жизни, Зенону, виолончелистку, вместе с которой вы подарили музыкальному миру еще одну меломанку, свою дочь, Бахиану, которая является пианисткой. En 1991, vous avez bénéficié d'une bourse de l'UNESCO pour étudier pendant encore un an à Cologne, en Allemagne, puis à Paris. В 1991 году вы получили стипендию ЮНЕСКО для дальнейшей учебы в течение одного года в Кёльне, Германия, и в Париже. Surtout, vous êtes le fondateur en 1993 et depuis lors le recteur du Conservatoire national kirghize nommé après Kaley Moldobassanov. А с 1993 года вы являетесь основателем и бессменным ректором Кыргызской национальной консерватории имени Калея Молдобасанова. À travers le Conservatoire national, dans la période difficile de transition politique, économique et sociale qu'a connue la jeune République kirghize indépendante, vous avez réussi, avec le soutien de l'État et de la société, et en collaboration avec vos collègues musiciens, à maintenir la continuité du processus culturel et éducatif au Kirghizistan. Le Conservatoire national est devenu l'un des centres majeurs de la culture musicale du pays, mais aussi de toute l'Asie centrale. Vous avez réussi à y préserver les meilleures traditions de l'enseignement musical professionnel et même à l'amener à un niveau international. В Национальной консерватории в трудный период политических, экономических и социальных преобразований, переживаемых молодой Кыргызской республикой, вам удалось при поддержке государства и общества, в сотрудничестве с вашими коллегами-музыкантами, сохранить преемственность культурного и образовательного процесса в Кыргызстане. Национальная консерватория стала одним из центров музыкальной культуры в стране и в Центральной Азии. Вам удалось сохранить лучшие традиции профессионального музыкального образования и даже вывести его на международный уровень. Но
Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Господин посол Франсуа де Ляус, я очень благодарен французскому правительству, министерству и, конечно, лично вам, господин посол, за столь высокую, важную награду. Музыка, ведь это очень важный инструмент и мост в налаживании контактов между нашими странами. Это подтверждает, конечно, сегодняшний наш вечер. Когда я вас слушал, оглядываясь назад, я вспоминал 80-е годы. В середине я как раз заканчивал Московскую консерваторию после аспирантуры. И тут же, вот, к моему счастью, что ли, конкурс был объявлен, и я выиграл на этом конкурсе. Потом получил премию ЮНЕСКО, и получилось так, что двойная стажировка, и я поехал в Париж. И в эти же дни, сегодня здесь должна была быть наша выдающаяся личность Роза Исааковна Утумбаева. К сожалению, она сейчас оказывается за рубежом. Вот. Она как раз была директором ЮНЕСКО в СССР. И она, об этом узнав, мне познакомила со многими французскими личностями, со многими людьми творческими и, конечно, богатыми. И я помню даже их фамилии, я до сих пор помню. Господин Кундюба, Мощири, мадам Айкава и так далее. Там же из Японии, из разных стран работает ЮНЕСКО. И вот с их помощью мы с молодыми композиторами со всего мира мы собирались и давали концерт в разных точках Франции и Парижа. И это первое мое знакомство. И вот с тех пор нас связывает вот такие тесные связи. А последние годы с появлением вот этого красивого посла из Франции у нас между французским посольством и Национальной консерваторией у нас отношения более тесными стали. И, как вам известно, мы проводим концерты, большие концерты, маленькие концерты, и культурные, и образовательные проекты у нас есть. Дай Бог, в будущем это тоже будем осуществлять. Уважаемый господин посол, я всегда говорю своим ученикам: если будете хорошим музыкантом, то будете хорошим послом между народами. А если хотите быть послом, то будьте как господин Франсуа де Ляус, который знает свое дело великолепно.